Доброго времени суток, уважаемые телезрители! В эфире телеканала НТС Спорт «Бои без правил» ВЭФ 69 в городе Карасу Ошской области, друзья мои. Да, мы вместе с нашим телеканалом и вместе с вами перебираемся в южную часть нашей республики. Итак, перед вами первая пара бойцов. Рауф Садреев в синих спортивных шортах. Против него Джумадыл Камбар-Улу, соответственно, в черных. Рауф Садреев представляет Российскую Федерацию. Его вес составляет 70 килограммов при росте 176 сантиметров. И Джумадыл Камбар-Улу отлично начинает этот бой. Но хотел было я только его и уже похвалил, как тут Рауф Садреев пробирается в ноги, плюс еще... Ой-ой-ой-ой-ой, что творит, а? Рауф Садреев. Отличную динамику показывает ведение боя. Рауф Садреев, представляет он спортивный клуб Аркон Файт Российской Федерации. Его тренером является Зорин Аркадий. И он может быть доволен своим подопечным, так как он очень хорошо залетел, грубо говоря, в этот бой. Но Джумадыл Камбар-Улу сейчас выходит на верную позицию. Стал он исполнять свои панчи, находясь в выгодном положении. Рауф Садреев пытается связать руки, но едва ли это у него получается. Ставит блок. Джумадыл Камбар-Улу пытается найти свое счастье между руками. Нельзя цепляться за октагон. Да, по-особенному поддерживает Джумадыла Камбар-Улу. Его вес составляет также 70 килограммов, рост 178 сантиметров. Представляет он спортивный клуб «Команда Карасу». Его достижения: кандидата в мастера спорта по боксу, а также кандидата в мастера спорта по уши саньда. Его тренером является известный во всей республике тренер Рашид Аманкулов. Продолжается у нас долговязое противостояние в партере. Сумели таки мы увидеть и вторую татуировку Рауфа Садреева на его икроножных мышцах. Так, Джумадыл Камбар-Улу удобную для себя позицию выбрал. И Рауф Садреев как такового активного сопротивления не оказывает пока что. И Джумадыл Камбар-Улу потихоньку зарабатывает очки в свою копилку. Главный рефери сегодняшнего вечера Тугульбай Арапай-Улу, который стоит спиной к вам, дорогие телезрители. Он в прошлом также являлся бойцом без правил. В 2013 году в США он участвовал в отборочном туре к UFC. Бойцовское прошлое у этого рефери, поэтому он, как никто другой, знает, каково это находиться в октагоне, каково это чувствовать удары. Теперь меняются местами Рауф и Джумадыл Камбар-Улу. Взаимно друг другу дают быть сверху. Ну, все-таки это юг, все-таки тут уважение друг к другу. Сизден Киин, после вас. Давайте, я вас побил, теперь вы меня побейте. Ну, это все шутки, конечно. Ну, бой сам так протекает. Активно поддерживают Джумадыла Камбар-Улу его болельщики, коих очень много сегодня. Конечно, отрадно видеть то, что бойцы
из других стран также продолжают наполнять карды ВЭФ Крымской Республики. Данный промоушен входит в 30-ку лучших промоушенов по недавним опросам, по недавним исследованиям. Конечно же, вошел он в топ-30 лучших промоушенов мира, друзья мои. И, как вы знаете, на первом месте в этом рейтинге стоит UFC, Ultimate Fighting Championship. После него сразу же идет Absolute Ahmad Championship. Итак, завершается первый раунд такого неспешного боя. И быстренько же, благодаря монтажу, мы опять-таки вновь возвращаемся к нашим бойцам. Что же теперь предложат эти два представителя ММА? Ну, что сказать, после первого раунда преимущество, ну, немножечко, ну так, более-менее уверенно было на стороне Джумадула Камбарулу. А сейчас хороший джеб пропускает Рауф Садреев, но быстренько Садреев собирается и вновь проходит в ноги. Джумадул Камбарулу вновь позволяет пройти к себе в ноги. Так. Джумадул Камбарулу сумел забрать голову к себе, но что-то мне подсказывает, что Рауф сумеет отсюда выйти. Отсюда кажется, что не столь удачным захват получился, но тем не менее Рауф Садреев пока что в тяжелых бойцовских ежовицах. А вот и все. Рауф Садреев сумел все-таки выйти из положения. Пошли удары. Этакий ground and pound в исполнении Джумадула Камбарулу. Рауф Садреев пока что ногами пытается взять под контроль корпус Джумадула Камбарулу. Но худо-бедно у него это пока что получается. Джумадул продолжает серию порционных ударов. Да, так порционно пробивает по корпусу, по челюсти, по лицу российского бойца. Но до явных позиций лежа, конечно же, нельзя пробивать локтями. Но с 2017 года ВЭФ ввели правило, что локтями в стойке можно пробивать. В стойке, да, вы спокойно, преспокойненько можете использовать локти во время стойки. Но вот в партере не стали и в партер вводить это нововведение. Оно и к лучшему. А в стойке пускай. Элементы муай-тая никогда не были лишними. Идет. Продолжается бой. Давайте я вам пока что расскажу про город Карасу, если кто... Ну, все вы, многие, наверное, из вас слышали про этот город, а я немного про этот город расскажу. Находится он, расположен в Ошской области, Карасуйский район, город в Кыргызстане, административный центр Карасуйского района Ошской области. Население, последний раз, когда просчитали население, получилось, что у них 22 900 человек проживает в городе Карасу. Расположен он на расстоянии 18 километров на север от города Ош. Расстояние по автодороге до столицы Кыргызстана 650 километров. До ближайшего аэропорта в городе Ош 15 километров. Кыргызско-узбекская граница в районе города Карасу проходит большей частью по каналу, отделяющему Карасу от узбекского городка Карасу.
Если Карасу с двумя У это у нас в Кыргызстане, то город Карасу с одним У, он уже в Узбекистане. Через город Карасу проходит межрегиональная транспортная автодорога Бишкек-Ош-Урумчи. Железная дорога Джалалабад-Андижан, Узбекистан. Вот такой вот географически важный объект. А тем временем Джумадыл Камбар-Улу уходит на захват. Так, все внимание. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой, как бы сам сейчас не попался. Легкомысленно, конечно, он позволил Рауфу уйти на треугольник. И лишь гонка об окончании второго раунда спасает Джумадыла Камбар-Улу. Конечно, ему нужно сейчас собраться, потому что слишком уж безалаберно, безвольно он отдал свою спину, чем только что мог воспользоваться Рауф Садреев. Итак, доживают они до третьего раунда. Неспешно так перекочевали они к третьему решающему раунду. А это уже по-нашему. Вот эти джебы, а? Оба крайне красиво друг друга оформляли сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой, Джумадел. Видимо, секунданты раскочегарили этого бойца, так же, как и Рауфа Садреева. Поняли они и сами, что два раунда они вяло проводили, не считая прогиб в исполнении Рауфа Садреева в первом же раунде. А после тягомотина началась, и вот уже с самого начала третьего раунда оба бойца в активную фазу ударки вошли. Только мы начали радоваться яростному противостоянию, как оба бойца ушли в партер. Видно, как напрягается Джумадыл Камбар-Улу. Все свои силы бросает на этот захват. Рауф Садреев пока что не спешит стучать по октагону. Время закончилось, отведенное для портера. Напоминаю, что главный арбитр, главный рефери боев без правил на сегодня внутри этого октагона Тугульбай Арапай Улу. Только что видели лазеры на лице у Рауфа Садреева. Нельзя, так нельзя. Дорогие вы мои, надо уважать каждого из бойцов. Для нас честь, что к нам вот так прилетают бойцы со всех уголков. По крайней мере, постсоветских стран. Нужно проявить крайнее уважение к ним. Так, что же теперь предложат оба бойца? Лоу-кики. На моей памяти первый лоу-кик в сегодняшнем противостоянии. Решил его исполнить Рауф Садреев. Вы можете слышать, как поддерживают Джумадыла Камбар-Улу. Джумадыл активно прорывался к корпусу, но на его активность Рауф Садреев своей активностью отвечает. Да, все-таки занятия самбо дают свое. Вот это типичный проход самбиста, когда в ноги, но этот же проход и сыграл с ним злую шутку с Рауфом Садреевым, который, пройдя в ноги, оголил свою шейную часть, чем и воспользовался Джумадыл Камбар-Улу. Поздравляем мы его. Поздравляем мы спортивный клуб команда Карасу и Джумадыла Камбар-Улу в частности. Браво Джумадыл Камбар-Улу и Рауфу Садрееву мы также говорим спасибо. Спасибо, что прилетели, а мы едем дальше.
Впереди у нас бой между Шахзодом Собировым и Джахшылыком Темирбек Улу. На ваших экранах Джахшылык Темирбек Улу, он слева, а справа, соответственно, Шахзод Собиров. Шахзод Собиров 92-го года рождения. Вес его составляет 77 килограммов, а рост 179 сантиметров. Представляет он Республику Узбекистан. Спортивный клуб Old School. Вот он на ваших экранах. Собиров Шахзод. Его тренером является Эльдар Рексиев. Из достижений пока что ничего особо значимого не числится в регалиях у Шахзода Собирова. Его соперник сегодня Джахшылык Темирбек Улу, который в темно-желтых шортах. Он 96-го года рождения, 77 килограммов, 185 сантиметров. Представляет он спортивный комплекс, спортивный клуб Карасу. А сейчас Собиров Шахзод. Хорошую амплитуду броска продемонстрировал он. Валит с ног своего оппонента. Тренером Джахшылыка Темирбек Улу, который внизу сейчас находится, также является Рашид Аманкулов и Шаир Аджмалиев. Между ними 4 года разница. Ой-ой-ой, Шахзод Собиров. Как из топора сейчас выпускает свои руки и... Нет, подожди, не спеши радоваться. Тут нужно проверить. Так, неспортивное поведение. Нет, я не про то, что он сейчас взобрался на октагон, а то, что он по затылку пробивал Джахшылыка Темирбек Улу. Ой, что творит Тугульбай Арапбай Улу? Так. Нет, это же не его капа. Тугульбай Арапбай Улу. Повнимательнее надо быть. Чуть ли чужую капу в зубы не вставил Шахзод Собиров. Да, ну, что сказать. Правильное решение было отменить победу. Да, и предпосылок к тому, чтобы объявлять победителя, и не было. Шахзод Собиров как-то сам ринулся к краю октагона. А встреча у нас продолжается. Конечно, нельзя так по затылку пробивать. Локтями в стойке можно пробивать, но что в стойке, что в позиции лежа, ни в коем случае нельзя лежачего бить по затыльной части. Шахзод Собиров продолжает свой натиск. Дико заряженный сегодняшний бой Шахзод Собиров. Ой-ой-ой. Ой. Ничего себе. Что происходит? Разве так можно? Тугульбай Арапбай Улу, уважаемый, пожалуйста, вы хотя бы сохраняйте спокойствие. Вы должны быть беспристрастным, безэмоциональным. Нельзя, конечно, так вот. Еще решил. Да. Вот такие вот дела, друзья мои, в Карасу своей разборки. Я, конечно же, немного потрясен методами главного рефери. Видимо, вынудили. Видимо, что? Вы сами видите всю картину. Ну, как после такого биться, я даже не представляю. Сейчас морально подавили Шахзода Собирова из Узбекистана. Шахзод Собиров. Да. Карасу свои методы по, так сказать, втиранию правил. А у нас битва продолжается, да. Я немного отхожу от легкого шока. Так, все, забыли эти методы главного рефери. Шахзод Собиров. Он сверху пытается мостик исполнить Джахшылык Темирбек Улу, дабы выйти из-под большого и упрямого такого прессинга Шахзода Собирова. И у нас завершается такой
Первый раунд такого насыщенного противостояния. По крайней мере, первый раунд, ну, прям выделился уже. Наверное, уже другого такого боя мы не увидим в сегодняшнем вечере. Ну, что сказать, у главного рефери до сих пор вот свежи в памяти его противостояния. Он сражался с американскими бойцами, с бойцами российскими, чеченскими. В 2013 году вот главный рефери, который стоит в середине, еще принимал участие, как я сказал ранее, в отборочных турнирах UFC. Так, Шахзод Собиров. Не стал он ни в какую нянчиться и опускать руки, как начал в первом раунде выжигать поле, так и продолжает действовать в том же ключе. Шахзод Собиров. Нельзя цепляться, нужно убрать ноги. Джашилык Темирбек Уулу. Нельзя, ну уберите же его ноги. Шахзод Собиров, вот он, ground and pound в исполнении, а? Какая заряженность, нацеленность на победу у узбекского бойца. Что же предпримет Джашилык Темирбек Уулу в этом положении, а? Если бой закончить прямо здесь и сейчас, то Шахзод Собиров, конечно же, в одну калитку побеждает. Но давайте смотреть дальше. Не будем мы вперед забегать, ведь бой не побежден, пока не завершен. Так, что мы видим? Захват в исполнении Джашилыка Темирбек Уулу. Тугульбай Арапай Уулу, он же рефери, спрашивает состояние у Шахзода Собирова, но тот пока не стучит. Так, напряжение витает в воздухе, и все-таки постучал. Шахзод Собиров проигрывает эту встречу. Главное, столько атаковал, такую ярость проявлял, а в итоге попался на удушающий в исполнении Джашилыка Темирбек Уулу. Мы его, конечно же, поздравляем. Это победа, вымученная кровью. Достойная победа парня 96-го года рождения. И спортивный клуб Карасу вновь на коне. Нужно было, вообще по традиции, нужно было сейчас пожать руки Джашилыку Темирбек Уулу. Ну, видимо, юный возраст пока что. С опытом мудрость ему и придет. А сейчас я его поздравляю с победой. Достойная победа. Шахзоду Собирову я желаю успехов дальнейших. Он показал себя сегодня с отличной стороны. Хорошим ударником себя показал. Но все-таки парень из Карасу оказался сильнее. Его кардио оказалось выносливее Шахзода Собирова. И Шахзод Собиров, конечно, недоволен своими действиями. Ему мы желаем успехов. Парень себя хорошо зарекомендовал. Уверен, дальше у него будет лишь больше. А мы переходим к следующему бою. Следующий бой. Это будет долгий бой, друзья мои. Главный рефери, напоминаю, Тугульбай Арапай Уулу. Итак, следующие бойцы. Третья пара. Справа от вас Мыхтыбек Оралбай Уулу. Он 98-го года рождения, уроженец города Ош. 73 килограмма его вес, рост 173 сантиметра. Он в черных шортах бойцовских, а его соперник в лице Мирзада Влатова Ахлидино, он в светлых бойцовских шортах. Представляет он город Андижан, Республика Узбекистан, 91-го года рождения, 74 килограмма он весит, 175 сантиметров его рост. И именно этот узбекский боец Ахлидин Мирзада Влатов громко заявляет о себе в самом начале поединка.
Так, Мыхтыбек Оралбай-Улу пытается защититься. Закрывает, пытается закрыться. В частности, нижнюю часть. Сторону ниже челюсти пытается он закрыть. И это ему удается. Вновь в стойку возвращаются оба бойца. Давайте я еще немного расскажу об этих бойцах. Мыхтыбек Оралбай-Улу, кыргызский боец, город Ош, 98-го года рождения. Представляет он спортивный клуб Улу-Кыргыз. Из достижений пока что ничего значимого не высвечивается, так сказать, в биографии у Мыхтыбека Оралбай-Улу. Оно и неудивительно. Парень 98-го года, ему всего 20 лет от роду. Его тренером является Тынчтык Омурзаков. Ахлидин Мирзадавлатов продолжает доминантный путь, который он начал с первых же секунд. Но парень из Кыргызстана не пальцем деланный. Сумел таки он выйти. Ахлидин Мирзадавлатов, как я сказал ранее, он представляет город Андижан, республику Узбекистан. Представляет он бойцовский клуб Джашкуч. Из достижений у него уже что-то есть серьезное. Является он чемпионом Азии по ММА, чемпионом мира ММА, чемпионом Азии по боевому самбо, мастер спорта по боевому самбо. Ахлидин Мирзадавлатов, который сейчас лежит и пытается защититься, его тренером является Джахангир Карабаев. Вот такие вот регалии. Очень серьезный оппонент сегодня у Мыхтыбека Оралбай-Улу. Но Мыхтыбек, ничего не боясь, пробивает по корпусу и по лицу Ахлидина Мирзадавлатова и бросается в объятия узбекистанского бойца. Ахлидин пытается забрать ногу. Не сумел таки. Так. Продолжается борьба в партере у двух бойцов. Ахлидин Мирзадавлатов, теперь он находится в выигрышном более положении. Напомню, что у него очень серьезные достижения. Одно лишь звание чемпиона мира по ММА чего лишь стоит. И если же Мыхтыбек Оралбай-Улу из Кыргызстана сегодня дойдет до победного конца, то это будет одной из самых громких побед Оралбай-Улу. Потому что достался ему крайне неудобный и серьезный соперник. Между ними 7 лет разницы. Мыхтыбек Оралбай-Улу 98-го, который сейчас сверху. А Ахлидин 91-го года. Ой, тут своевременная подсечка. Как подобрал секунду для подсечки Мыхтыбек Оралбай-Улу. Крайне грамотно он действовал. Крайне своевременно устроил он подсечку. Ахлидин пытается близко к себе не подпустить Мыхтыбека Оралбай-Улу, широко расставляя ноги. И именно между ногами сейчас, между ногами просачиваясь, Мыхтыбек Оралбай-Улу наносит такие свои хлесткие удары. Ахлидин пока не знает, как противодействовать этому атакующему пылу парню из города Ош. Точнее, из Карасуйского района Приошской области. Так легко забирается на Ахлидина Мирзадавлатова Мыхтыбек Оралбай-Улу. Неужто сейчас полетит град атак? 3 удара, вот 4-й панч с правой руки. Ахлидин пытался от себя, как в Родео, выбросить на бок Оралбай-Улу, но тот продержался, и первый раунд заканчивается. Равная борьба идет. Вот они наши красавицы Кыргызской республики. Это пояс Карасу, ММА Карасу файт клуба.
да, бойцовского клуба ММА Карасу. И именно ради него сейчас и бьются оба этих бойца за пояс ММА Карасу. Не за ВЭФ в целом, а именно подразделение Карасу ММА. Бэкфист отлично в исполнении Ахлидина Мирзадавлатова. Ему своим джабом отвечает Мыхтыбек Оралбайулу. Фронт-кик также в исполнении Мыхтыбека. Да, яростное начало второго раунда. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько свободного пространства дает Мыхтыбек Оралбайулу Ахлидину, что тот спокойно с развороту пробивает по корпусу. Так, проход в ноги. В лучших традициях Кылычбека Саркарбайулу. Кылычбека Саркарбаева, да, один из самых, если не самый популярный боец Волжской области. Так. Мыхтыбек. На радость публики собравшейся действует он. Каждое его удачное действие сопровождается ревом со стороны трибун. Ну, таким праздничным ревом. Кылычбек Саркарбаев, коли я завел о нем беседу, то давайте немного по нему пройдусь. Родился Саркарбаев Кылычбек Асылбекович в 1987 году, 20 января в городе Өзгөн. По профессии он юрист. Закончил он Ошский государственный университет. В 2009 году впервые он примерил на себе какое-никакое звание, а именно стал он чемпионом Кыргызской республики по кикбоксингу и по боевому самбо в 2009 году. Затем в том же 2009 году Кылычбек Саркарбаев стал чемпионом СНГ по боям без правил. Чуть попозже я вернусь к Кылычбеку Саркарбаеву. А пока мы видим отчаянное противостояние. Из портера вновь в стойку переходят оба бойца. Ахлидин, нет, отсюда уже было видно, что захват не сильно зафиксирован у узбекского бойца. Капа выпадает, просит убрать ее. Вот он. Бой. Мужской такой бой. Ой-ой-ой-ой-ой, аж до Бишкека слышен этот хлесткий удар. Мыхтыбеку нужно собраться. Ой, бэкфист, да? Прям, друзья мои, импровизатор настоящий. Ахлидин Мирзадавлатов. Оно и неудивительно, потому что ему свободу и пространство дает Мыхтыбек Оралбайулу. Нужно ему, конечно, почетче следить за ударами и передвижениями Ахлидина Мирзадавлатова. Я не удивлюсь, если очередной удар с развороту нанесет сейчас Ахлидин Мирзадавлатов. Это его коронная стойка, его коронная позиция. Именно вот с такой позиции обычно и пробивает ногами Ахлидин Мирзадавлатов. Спокойно так фронт-киками обменялся. Фронт-кик сейчас подарил, так сказать. И сокращает угол обстрела сейчас Мыхтыбек Оралбайулу. От греха подальше решил просто-напросто сблизиться с Ахлидином Мирзадавлатовым. Джахши, кричат секунданты Мыхтыбека Оралбайулу. Потихоньку силы его покидают. Видно уже невооруженным взглядом. Да и глаз правый начинает опухать немного у Мыхтыбека Оралбайулу. Но верят в него. И мы, конечно же, тоже его поддерживаем. Так же, как и поддерживаем Ахлидина Мирзадавлатова. Комментатор спортивных событий, так же как и рефери, должны быть беспристрастными судьями всего того, что происходит в октагоне. Поэтому пускай победит сильнейший. А пока
Оба бойца решили немного передохнуть. А я этим воспользуюсь, продолжу свой рассказ о победах Кылычбека Саркарбаева, самого главного бойца Ошской области. В 2009 году, как я сказал, он стал чемпионом СНГ по боям без правил. А в 2011 году по правилам ММА стал международным чемпионом ММА по версии Валетудо. Затем в 2011 году стал чемпионом международного соревнования KF1 MMA World Competition. Затем в 2013 году на Алаш Pride Great Battle 2 стал чемпионом данного международного состязания. В 2013 году также брал победный ход и брал чемпионство на Алаш Pride Great Battle. Затем в 2016 году стал чемпионом WEF Pro Fight 3. И это уже считается его самой крайней такой более значимой победой. Очень насыщенная карьера получилась у Кылычбека Саркарбаева. Тем временем Мухтыбек Оралбай-Улу свои джебы включает. Вперед, Ахлидин Мирзадавлатов и бровью не шевелит. И вновь удар с разворота у Ахлидина. Так, полухайкик у Мухтыбека Оралбай-Улу. Да. Вот так взбучка начинается у нас сейчас. Набирает обороты этот поединок. И просто как в аниме-мультфильмах, в манге и аниме действует Ахлидин. Мирзадавлатов аж сверху наносил свои панчи. На этом он и попался сейчас. Мухтыбек Оралбай-Улу, заметив вот это пространство между рукой и корпусом у Ахлидина Мирзадавлатова, туда и ринулся. Но Ахлидин Мирзадавлатов тут же встречает его захватом. Но потное тело Мухтыбека Оралбай-Улу с легкостью выходит из-под захвата. Ну, давайте я завершу беседы о Кылычбеке Саркарбаеве, рассказ о Кылычбеке Саркарбаеве. В данный момент, если смотреть на портал Шердок, то у него 9 побед, 2 поражения и 0 ничейных результатов. В данный момент он женат, семейный человек, у него 3 детей. Ему, конечно, я лично желаю дальнейших успехов в любых других поприщах. Он в свое время знатно поднимал флаг нашей с вами любимой республики. А тем временем новая история пишется на наших с вами глазах. Новую историю лично для себя пишут Мухтыбек Оралбай-Улу и Ахлидин Мирзадавлатов. Мирзадавлатов находится сверху пока что. Он 91-го года рождения. Напомню, что он чемпион Азии по ММА, чемпион мира по ММА, чемпион Азии по боевому самбо, мастер спорта по боевому самбо. Это все Ахлидин Мирзадавлатов, который сейчас сверху расположился. Мухтыбек Оралбай-Улу. Мухтыбек, видно было, что тяжелее ему приходится раз за разом принимать удары и самому отвечать ударами. Некая тяжесть появилась в его ударах, но до последнего будет он бороться, как вот сейчас. Молодцом Мухтыбек Оралбай-Улу. Другой бы, быть может, на его месте давно бы постучался или пал бы жертвой нокдауна, но Мухтыбек Оралбай-Улу держится до последнего. Ему всего 20 лет. А он показывает железный характер. Вот именно на таких вот региональных соревнованиях и начинается путь в большой спорт у спортсменов, которые желают достичь больших спортивных высот. Ринг-аннаунсер вовсю заряжает
публику. Так, немного подождав, немного успокоившись, Мухтабек Оралбайулу включает таки свои удары. Я напоминаю, что это битва за пояс ММА Карасу. Нет, еще не время. Бой не завершен. Впереди 4-й раунд, а секундант Ахлидина уже выбрасывал флаг Узбекской республики. У нас впереди 4-й раунд. Быть может, решающий, друзья мои. Кто знает, нужно сейчас уже переворачивать ход этой встречи. Кому-то из них нужно сейчас отвечать жестким нокаутом, либо удушающим, потому что сил все меньше. И оба сейчас в зоне риска находятся, оба этих бойца. Один более-менее толковый удар по виску, и все, можно уже праздновать победу. Либо бросить последние силы на удушающий, либо на захват руки-ноги. Там уже едва ли кто-то окажет яростное сопротивление. Действительно, крайне энергозатратный бой мы с вами видим с первого раунда. Включив режим такой бей, беги, бей. Оба бойца продержались таки до 4-го раунда. На кону, я напоминаю, пояс ММА Карасу. Пояс локального значения, именно карасуйского значения. Тоже это достижение, это пояс как-никак. Поэтому такие вот страсти, поэтому такое вот желание Мухтабек Оралбайулу. Правый джеб прямиком попадает по лицу Ахлидина Мирзадавлатова. Ахлидин не оказывает пока что должного сопротивления. Мухтабек Оралбайулу спокойно действует он сейчас. Главное с нервами совладать молодому бойцу. Неужто включит режим Федора Емельяненко, когда тот был в лучших своих кондициях? Вы же помните, любители боев без правил, этого величайшего бойца, императора, который 5 лет никому не давал чемпионства в промоушене Pride, да, в начале нулевых. Именно этот японский промоушен являлся лучшим по зрелищности, лучшим по набору бойцов. Да, олдфаги, старики поймут, о чем я говорю. И именно в этом промоушене Федор Емельяненко показывал свои лучшие бои. Всех оставлял неудел. И именно ему присущ ground and pound, его коронка после захвата. Так. А сейчас как бы Мухтабеку Оралбайулу нельзя далеко отпускать свою руку. Нужно обратно ее возвращать. Что и пытается сделать Мухтабек Оралбайулу. Так переносит вес своего тела на другую сторону, так что ему удобнее стало вызволять свою руку. Так. Вовсю поддерживает собравшаяся публика Мухтабека Оралбайулу. Конечно, чести ради перед своими родными трибунами нельзя отдавать победу Мухтабеку Оралбайулу, но тем не менее пускай победит лучше. Я ни в коем случае не болею ни за того, ни за другого. Я лишь за красивый спорт, за красивое ведение боя. Пускай победит сильнейший, а пока сильнейшего выявить тяжеловато получается. Теперь в лидирующей позе находится Ахлидин Мирзадавлатов. Ну так вот, Федор Емельяненко в лучшие свои годы просто сокрушал своих бойцов ground and pound'ом. Находясь сверху, он просто наносил, будто из топора выбрасывал, будто топором резал лица
и корпуса своих оппонентов. И Мухтабек Оралбайулу что-то наподобие этого хотел было исполнить. А пока что он получает прямиком по лицу от Ахлидина Мирзадавлатова. Нужно сейчас оборону выстроить Мухтабеку Оралбайулу, потому что очки сейчас за Ахлидином Мирзадавлатовым после этой серии панчей, серии яростных ударов. Мухтабеку нужно поскорее просыпаться, свои оставшиеся силы бросить на концовку. Да, очень много потратили сил оба бойца на этот бой. Но конец его будет сладким. Что мы видим? Ахлидин уходит на удушающий. Что тут было? Ой-ой-ой-ой-ой, как же сегодня везет Мухтабеку Оралбайулу. Лишь гонг об окончании 4-го раунда спасает его от удушающего. Поверьте мне, если бы не гонка об окончании 4-го раунда, Ахлидин Мирзадавлатов, скорее всего, вышел бы в победители своим удушающим приемом. Четвертый раунд не оказался решающим. И вот пятый заключительный раунд ММА Карасу Fight Club в рамках под эгидой WEF World Air Thai Match Federation. На кону пояс чемпиона Карасу ММА, друзья мои. Я напоминаю, что Ахлидин Мирзадавлатов из Узбекистана в светлых бойцовских шортах, а Мухтабек Оралбайулу в черных бойцовских шортах. Мухтабеку Оралбайулу 20 лет. Ахлидин Мирзадавлатов родился 91-го года рождения. В 91-м году он родился, да. Ему... Ой-ой-ой-ой-ой. Ему 27 лет. В этом году будет 28. Между ними 7 лет разницы. Интересно же, что же окажется сильнее? Кто же окажется сильнее? Конечно же, опыт или молодость? Яркая, резвая молодость или такой неспешный, расчетливый опыт? Вот мы и узнаем уже по окончанию этого поединка. Главная интрига, досрочно ли он завершится, или все-таки все 5 раундов проведут эти бойцы. Так, завязка ног в исполнении Мухтабека Оралбайулу. Ахлидин Мирзадавлатов, о чем он думал, я не знаю. Хотел было, наверное, спокойно, легким прогулочным шагом уйти от Мухтабека Оралбайулу, но не тут-то было. Мухтабек сзади так связал ноги и повалил своего узбекистанского визави в сегодняшнем бою. Ох, вот оно мастерство Тугальбая Оралбайулу прям по ходу встречи. Главный рефери одевает капу, вставляет капу между зубами Мухтабека Оралбайулу. Вовсю поддерживает публика Мухтабека Оралбайулу. Мухтабеку нужно отвечать той же монетой, той же яркой. Так. Пошли кое-какие удары у Мухтабека Оралбайулу. Уже просто-напросто как из рогатки выбрасывает свои удары боец из Карасу. Не сумел таки он зафиксировать свои руки, чтобы уйти на удушающий. Ахлидин Мирзадавлатов уже тяжело ему ставить оборону, защищаться. И вообще, если смотреть бои даже высочайшего уровня, то в такой позиции едва ли немногие могут поставить защиту. Ведь
очень много факторов не позволяют поставить грамотную оборону при позиции лежа. Это и попытка уклониться, это и динамика. А вот зачастую именно такое вот положение и спасает получающего удары. Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, недолго Ахлидин танцевал. Только-только он уходил от града ударов, как тут Мухтыбек Оралбай. И все, можно тут уже завершать. Тугульбай Арапу Пекулу. Ой-ой-ой-ой-ой. Все. В одну калитку Мухтыбек Оралбай Улу практически без сопротивления наносит свои хлесткие удары. Ничего не может противопоставить пока что Ахлидин Мирзадавлатов. Лишь отцепить от себя пытается. Ой-ой-ой, на радость публики. Давайте это без комментариев посмотрим. Послушаем рев трибун, так сказать. Ну все. Мухтыбек Оралбай Улу и сам понимает, что он выиграл этот бой. Вот молодцом. Это и называется профессиональный боец. Сразу же пошел пожимать руку своему оппоненту, которого он несчастно избил в концовке встречи. И пояс Карасу уходит. Мухтыбек Оралбай Улу, вы же сами это видели, но давайте дождемся решения боковых судей. Либо же они нам... Победителем этого раунда, этого боя стал, как говорится, победила дружба. Нельзя! Вот так неожиданно, друзья мои. Едва ли вы можете встретить такое еще где-нибудь. Флаг, конечно, нужно поднять, но он этого не увидел. Ну что, констатация факта: побеждает дружба. Я поздравляю. Увидимся уже с вами завтра, друзья мои. Смотрите НТ Спорт, занимайтесь спортом.